Ереке, как видишь, работы начали. Масштабы ты также видишь. Надеюсь, ты не жалеешь, что в долю вошел? Да нет, конечно. А что, как техники хватает? Ереке, не волнуйся, все нормально. Но если даже будут проблемы, Ереке, решишь? Я не понял. Я что, тебе решала, что ли? Я сотрудник антикора, и палиться здесь не стану. Но свои инвестиции буду защищать. Так что давайте, работайте. Счастливо, Ереке. Да. Класс. Гана! Ты зачем в колл-центр позвонил? Ты не поверишь. Помню только номер колл-центра 1424. А номер скорой 103 забыл. Насилие одамис. Я что не могу понять. Ирлан хотел, чтобы ты оформил этого аулбайского чинушу и закрыл дело. Понимаешь? Бунда бір шикілік болып тұр да. Надо будет, мы бы сами нарыли на него. Правильно? Да? Айгуль. Да, я вас помню. А где Ермек? Еремы нет. Я просто не понимаю, как он мог. Как такое могло случиться? Мы быстро собрали вещи и уехали. Я просто не пойму, ну как такое может случиться? Где вы? Вы должны приехать к нам. Не бойтесь, мы на вашей стороне. Я никуда не поеду. И вообще, я ничего не знаю. Я просто позвонила узнать, как вообще такое может быть. Где вы? Да и я вас всех ненавижу. Давай я найду ее и пообщаюсь. Только не добей ее, хорошо? Тяжело ей. Походу, она любила его. Любила? Хочешь было? Я подъехал. Ты где? Прямо у входа в министерство.
Приезжай ко мне в личный офис. Тимс? Лайсен? Салам алейкум. Что там? Как там наш актер? Та же внешность, только теперь ребята из университета жалуются. Говорят, 90 миллионов дали за развод с министром. Ну ты чё? Да. Так и сказали по телефону колл-центра. Это же чисто признание по взятке. Ну, значит, совсем отчаянные ребята уже. Видишь, курень? Пеш болғанда, я же сначала Тарлану должен сообщить, а то он порвет меня, если узнает, что я тебе первым слил. Видишь? Ты это скажи ему, что обращение принял я. Так сказать, решил прошлое вспомнить. Ладно. Давай. Ты здесь? Никого не пускай ко мне. Ну, рассказывай. Говори. Короче, темка перспективная привалила. Племзавод в долгах. Зайдем как участники, а дальше по схеме. Это, мол, завод, там руководство по следствию. Могут проблемы начаться. У них, кстати, тоже тема с субсидиями была. В смысле, кстати? Нет, у нас-то все нормально. Все ровно, брат. Слушай, тебе бы научиться слова подбирать. А? Ну что там с Сенбеком, устаканили? Столько силы и времени вложено. Пора бы уже. Все ровно. Да-да, все ровно. Была проблема одна, да испарилась сама. Че там, с молоком и быками работаем? Слушай, молзавод, подумай отдачу. А племзавод после того, как с Сенбеком добьешь. Еще слишком много на себя берешь. Порвешься. На связи. Здравствуйте, Айгуль. Меня зовут Ханат, я с Антикора. Мне нечего вам сказать. Так, руки убери. В смысле нечего? Юриманың арты таза емес. Егер сол жүкті арқалағың келмесе, маған барлығын айтасың. Я ничего не знаю. Я знаю, что у Юрьемы есть там кто-то в министерстве главный. Все. В каком министерстве? В МСХ. Это все, что я знаю. До свидания. В МСХ. Тимур! Тарлан Канатович, все в порядке? Во сколько Ханат звонил в колл-центр? Запись есть? Послушать. Да, конечно, вот. Вот список звонков, а запись разговоров я позже отправлю вам на почту.
Я еще что-то должен знать? Да, Нет. нет, Это просьба. вся информация. Послушайте, если вы думаете что-то от меня утаить, имейте в виду, вам это не удастся. Нет. Тим, ведь у вас были общие дела какие-то с канатом. Колись. Савля, давай ты лучше с Канадом поговоришь, я все равно здесь не главный персонаж. Точно? Да. Хорошо. Вот так все и было. А вы точно из Антикора? А вы точно взятку давали нашему сотруднику? Не взятку. Мы просто хотели решить вопрос с лицензией. Да, и это был займ, не взятка. Да, технично он вас, конечно, развел. Короче, пацаны, вас ждет суд за подкуп. Но они учтут, что вы помогали следствию. Все понятно? Свободны. Оксана Константиновна, я не в курсе, что у них там произошло. Алло. Кана, ну как ты? Скажи мне, пожалуйста, что вы делали с Ерланом на стройке? А что, до избышника он сам не рассказал? Ну, во-первых, это я от тебя хотел сам услышать. Шеф, я скоро буду и все расскажу. Не могу говорить сейчас. Хороший опер. Я бы этому оперу перышки бы повырывал. Отвечает вопросом на вопрос. Берет паузу для маневра. Далеко пойдет. Оксана Константиновна, вам ли не знать, что птица большого полета высоко летает и далеко глядит? Тарлан, в чем бы ни замешан был Ерлан, круговой поруки Антикор не потерпит. Выясни, во что вляпались твои ребята, и официальный отчет ко мне. Разрешите? Оксана Константиновна, здравствуйте. Искали, Тарлан Канатович? Садись. У них простой договор займа был. А при чем тут Антикор? Тайна следствия. Не могу озвучить. Мне срочно нужна запись с ваших видеокамер. Если можно, с парковки тоже. Это очень важно. Получается, это он брал займ у близнецов. Да, но они не близнецы, они просто похожи. Так, стоп. Вот он. А он казах? Кто? Он казах? По документам он армянин. Так, срочно отправьте все данные на мой мобильник. Завтра вас ждем на показания. Все, спасибо. Где канат? Почему Ерлан упал на стройке? И как во всем этом замешан ты?
Шеф, Что это? Ты что же, думаешь, это облегчит нам всем работу? Копай до дна. Добивай все по имбеку. А там посмотрим, что с тобой делать. С Оксаной я сам свяжусь. А ты прикрой Ханата, чтоб он нам сгоряча не наломал дров. Кто там шутит, я не понял. Еще раз увижу Сбула, в следующий раз так церемониться не буду. Все надо, пацан. А зачем вы меняете хорошие номера на плохие? Потому что понты — это плохо. А зачем тогда покупали их? Затем, чтобы не выделяться. Сейчас каждый второй блатной. Простых людей не найти.